Здравствуйте, друзья! Город Якутск. Только что закончился тренинг мужчина-женщина около взаимоотношений. Представьтесь, как вас зовут? Меня зовут Светлана Тайко. Здравствуйте. Светлана, скажите, пожалуйста, вы прошли только что тренинг, и я думаю, это не первый ваш тренинг за вашими плечами. Вот, что вы можете сказать, какую полезность вы получили? Да, вы правы. Это мой не первый тренинг и не последний, но оказывается, что я всю дорогу своей жизни, сознательной жизни, шла именно к этому. Светлана, вот учитывая, что вы прошли много тренингов, наверное, если она была вам полезнее, этот тренинг, появилось желание, а вы сегодня привели подругу свою, вот желание пригласить в следующий раз кого-то знакомых, тем самым помочь им разобраться в своей личной жизни. Вот в чем бы вы сказали, в чем креативность, может, уникальность спикера Жанаты Жусупова? Жанат Жусупов, он вызывал до встречи, до знакомства с ним неоднозначные ощущения. Во-первых, он мне казался таким угрюмым, злым, мне казалось, что он сам недоволен своей жизнью, еще будет меня жизни учить. Это был первый тренинг «Делай деньги», по-моему, да? Познакомить, да, ага, так. Потом я стала трансформироваться и пересмотрела свое отношение к мастеру, к учителю, к наставнику, потому что в наш город приезжает много тренеров, и так получается, что я посещаю эти тренинги. Люди приезжают на заработки. Они отработали свое качественно, отработали и потом забыли, да. А сейчас я почему-то думаю, что Жанат, он именно душой работает. Он интересуется нами, ему не плевать на то, что будет потом с нами. Он нацелен на результат. То есть, по принципу, мы ответственны за тех, кого приручили. Да. Отличие от других спикеров, что он несет ответственность и готов помочь, если человек что-то недопонял, да? Ага. И у него еще индивидуальный подход к каждому человеку, я заметила, да? Например, именно что касается меня, он начал не сюсюкаться, да, например, или же там не подчеркивать мои достоинства, он как-то вот так вот, как раз-таки то, что мне казалось, он как-то вот немножко агрессивно настроенный был по отношению ко мне и вызывал меня на эмоции. Мне это не нравилось, по первости, я так вот сразу, он мне то, а я ему это, и как-то вот так вот перепалка даже шла. Я сейчас, и мне, наверное, еще нужно немножко времени, чтобы поменяться, но я уже поняла, что и как делать, ну, как бы навык нужен, я думаю, да, чтобы осознанно к этому идти. Сейчас все-таки из меня выходит мое я, а потом со временем, нужна практика, навыки, там, отработка каких-то, знания получить это одно, информацию получить это еще другое, да, а еще вот, чтобы это стало моим я. То есть я вас правильно понял, Светлана? То есть он не сюсюкается и не пытается быть хорошим, он выводит каждому индивидуальный подход, кому-то кажется агрессивный, кому-то мягкий, но преследует одну цель – помочь человеку выйти, найти свое «я». Совершенно верно. Спасибо большое, Светлана, до скорой встречи. Можно я еще добавлю? Да, можно. Я вчера думала, как раз-таки я сидела на тренинге мужчины и женщины, а я как раз-таки закрыта была от этой темы, потому что ничего я там не знаю, я к этому не готова, и мне это не надо. А потом по ходу поняла, что мне это нужно. И еще на протяжении всего этого мероприятия, тренинга, я думала, как помочь моему окружению тоже. Они должны это слышать, они должны это знать. И потом думаю, дайте-ка я напишу в Инстаграме, на Фейсбуке, приходите, вам это надо. А потом думаю, нет, люди, которым это надо, они, вот как-то я точечно позвала. Я позвала Зулиану, свою подругу, да, потому что я знала, что она уже почва, туда закинешь, и вот это вот пойдет, да. А если бы я там клич бросила бы, прибежали бы 20 человек, 30 человек, да, но им это не надо, и они совсем по-другому
Ну, что и произошло у нас на тренинге, когда пришли неподготовленные люди, они как-то не поняли, о чем речь идет и почему именно в такой подаче домашней обстановки. А, кстати, вопрос следующий. Вот наверняка часто говорят, что подача такая неординарная, имеется в виду, за столом мы сели, они там в лекционной форме, один умный, другие неумные. Как вам эта такая подача домашней обстановки за чашкой чая? И Это- театр-терапия. Это как раз-таки та самая точка G, чего, ну, к чему стремятся все, но не у всех получается. Они там ходят вокруг да около, да прелюдия, там то, все, а вот у него вот это есть, и поэтому он меня зацепил. Я нахожусь в состоянии влюбленности в него. Спасибо большое, Светлана. Всего доброго, всего вам хорошего в личной жизни.